Продажи бутилированной воды в мире растут в среднем на 10% в год, и к 2020 году, как ожидается, превысит 280 миллиардов долларов. Хотя населению развитых стран доступна практически бесплатная чистая водопроводная вода, люди упорно предпочитают воду в бутылках. Водный обман – главный мотив покупки бутилированной воды во всех развитых странах. Она якобы чище, экологичнее и полезнее, чем водопроводная. Эти представления активно внедряются в сознание потребителей с помощью многочисленных рекламных роликов. Но все это не имеет ничего общего с реальностью. Исследователи американской Environmental Working Group подчеркивают, половина производителей бутилированной воды признают, что это та же самая водопроводная вода, прошедшая дополнительную очистку. Еще 18% не раскрывают местоположение минеральных источников. Это означает только одно – источник – все тот же водопроводный кран. В подавляющем большинстве случаев вода из бутылки ничем не лучше водопроводной. Дополнительная очистка, о которой твердят разливщики, ничего не дает, поскольку во всех развитых странах водопроводная вода соответствует стандартам чистоты и безопасности. Более того, ее качество контролируется государством гораздо жестче, чем той, что продается в магазинах. Поэтому, когда разгорается очередной скандал с вредными примесями в питьевой воде, речь, как правило, идет именно о воде из бутылки. Даже если производитель разливает безупречно чистую воду, со временем она загрязняется микрочастицами пластика, из которого сделана бутылка. К тому же при нагревании пластик выделяет токсина, поэтому пластмассовые емкости с водой нельзя держать на солнце. Не верьте рекламе, то, что вода в бутылках вкуснее водопроводной, тоже не соответствует действительности. В исследовании, проведенном в Вермонтском университете, только треть дегустаторов смогла отличить по вкусу водопроводную воду от бутилированной. Но даже если вода из-под крана отдает хлоркой, эта проблема решается бытовым фильтром, который обходится на порядок дешевле регулярной покупки воды в бутылках. Неправильно полагать, что бутилированная вода более чистая, здоровая или безопасная, чем водопроводная. Компании заинтересованы в том, чтобы качество водопроводной воды снижалось и людям приходилось покупать бутилированную. Крупнейшие корпорации регулярно проводят рекламные кампании, которые прямо или косвенно критикуют качество водопроводной воды. Главная тайна производителей бутилированной воды – рентабельность их бизнеса. Точные данные никто никогда не публиковал. Однако эксперты утверждают, розлив воды по прибыльности способен сравниться с наркоторговлей. Это сотни и тысячи процентов. Авторы американского документального фильма «Поток. Ради любви к воде» 2011 года приводят такой пример. В начале нулевых компания Nestle Waters приобрела право в течение 99 лет добывать воду из источников в штате Мичиган. Компания заплатила за это $70 тысяч, то есть, получается, примерно $707 за год. А теперь зарабатывает на разливе воды $1 800 000 в сутки.